Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Первого июня в Абхазии, как и во многих странах мира, отмечается День защиты детей. В Абхазском драмтеатре спектаклем «Черная бурка» открылись Дни культуры Южной Осетии. Более 60 студентов в этом году оканчивают Абхазский многоотраслевой колледж по специальностям повар, повар-кондитер. Первого июня в Абхазии, как и во многих странах мира, отмечается День защиты детей. Главная цель праздника – напомнить о необходимости защиты прав ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Президент Аслан Бжаня поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей. Дети – наше будущее, и забота о них – наш главный приоритет. Дети всегда были самыми незащищенными представителями общества, а потому мы стоим на страже их безопасности, обеспечивая мир и порядок в стране. День защиты детей – это очередной способ привлечь внимание взрослых к проблемам детей и защитить их права, говорится в поздравлении главы государства. Аслан Бжаня пожелал всем детям больше радостных моментов и веселых летних каникул, крепкого здоровья, успехов, беззаботного и счастливого детства. В Сухуме прошла обширная развлекательная, познавательная и спортивная программа, приуроченная к Международному дню защиты детей. Это и игры, и спортивные соревнования, рисунки на асфальте, выступления детских коллективов, демонстрация мультфильмов. Организатор мероприятия – администрация Сухума, КБФ Ашана, Сухумский офис детского фонда ООН. Этот день подарил детям и их родителям массу эмоций и впечатлений. Репортаж Адицы Сагария. В Международный день защиты детей Управлением образования столичной администрации для маленьких принцев и принцесс на набережной Сухума организован праздник. Своим волшебством праздник вдохновил не только детей, но и их родителей. В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей, один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. В Сухуме ежегодно мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, проводит столичная администрация. Управление образования проводит такое яркое мероприятие на базе всех дошкольных учреждений. Старшие группы вышли на праздник для того, чтобы поздравить друг друга. 13 столичных детских садов в честь праздника подготовили концертные программы. По словам заведующей детского сада «Сказка» Ермы Губас, дети с нетерпением ждали этот день и с трепетом готовились к выступлению. Поздравить всех детишек всего мира, чтобы они были здоровы, счастливы, чтобы у них было будущее светлое, чтобы всегда у них хорошее настроение было, чтобы детям всегда было хорошо. В столичном парке имени Баграта Шинкуба участников праздника ждала концертные и анимационные программы, мастер-классы, спортивные соревнования и много интересных конкурсов. Праздник порадовал не только детей, но и их родителей. Сегодня такой замечательный праздник, у всех приподнятое хорошее настроение. Хотим выразить благодарность от лица всех родителей, Управлению образования города Сухум за очередной чудесный праздник. Всем деткам веселого, беззаботного и, главное, мирного детства. На танцевальных площадках парка были организованы игровые программы, в которых могли принять участие все желающие. Доминик Шейх-Зубсая исхитрюет с внуком с долгой чта, Специалисты по аквагриму внесли особую яркость и праздничное настроение. Дети выстраивались в очередь, чтобы получить в подарок необычный и красочный грим. Девочки в основном просят кошечек, феечек, единорожек, а мальчики уже что-то посерьезнее, там Человека-паука или Бэтмена. На празднике также были представлены работы учеников детской школы искусств имени Ковача. Здесь темы совершенно разные. Детям, конечно, самим, кто рисовал, очень приятно видеть свои работы на выставке, особенно тем, кто участвует в ней первый год, допустим, первоклашки. Говорят, счастливое детство – это когда ребенок окружен любовью и заботой, а жизнь наполнена яркими событиями, такими, как этот праздник, дарящий ребятишкам не только хорошее настроение, подарки, но и частичку счастья. Адица Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.
В День защиты детей уполномоченные по правам ребенка Мактина Джинджоли и омбудсмен Анна Скишмария посетили Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Смотрите репортаж Эсмагуланзе. Мечта моя открыть, не знаю, пакетный завод или что. Это отличная мечта. Сейчас ты сам сделал, да? Хочешь, я поведу на завод, который изготавливает картонные коробки и стаканчики. И ты посмотришь, как производство выглядит. Хочешь? Можно. Мне, честно говоря, тоже любопытно посмотреть, как это выглядит. Никогда не видела, как это происходит, но если ты составишь мне компанию, мы бы пошли бы и посмотрели. И, может быть, как раз-таки рассказали про твою идею, они бы заинтересовались бы таким сотрудником. Говорят, мечты сбываются. Этот праздник еще раз напоминает нам, взрослым, о необходимости заботиться о подрастающем поколении, соблюдать их права и интересы. В Международный день защиты детей Республиканский реабилитационный центр посетили уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджоли и омбудсмен Анна Скишмария. Гости тепло пообщались с сотрудниками и подопечными центра. И для нас важно было прийти, поздравить и самих детей, которые посещают реабилитационный центр, руководство и коллектив реабилитационного центра. Мы привезли им небольшие творческие наборы, и нам удалось пообщаться и с руководством, и с коллективом, именно выявить, какие проблемы есть у центра и в чем нужна поддержка. Руководитель центра Лиана Владимировна озвучила несколько вопросов, в решении которых нужна поддержка со своей стороны. Я и Яна Руслановна сказали о том, что будем содействовать в решении тех или иных вопросов. Также мы пообщались с детьми, они рассказали нам о своих мечтах. Уже 8 лет центр осуществляет комплексную терапию детям с ограниченными возможностями. На учете центра состоят около 500 подопечных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Здесь постоянно работают психологи, дефектологи, педиатры, логопеды, инструкторы ЛФК. Не обходится, конечно, без проблем. Мы смогли наметить пути дальнейшего сотрудничества. Нам нужна поддержка и в кабинете лечебной физкультуры с приобретением тренажеров определенных. Нам нужна поддержка в будущем при появлении помещения для открытия кабинета по сенсорной интеграции, сенсорная комната. И я надеюсь, во всяком случае, мы обговаривали возможность реализации этих наших проектов. Вот. И вообще я хочу поблагодарить за многолетнее сотрудничество аппарату уполномоченного при президенте по правам ребенка и фонда Шана, в частности, за уже многолетнюю и всестороннюю помощь. И что сегодня они пришли нас поздравить, и помимо этого они оказывают действенную помощь в реализации определенных проектов уже в течение ряда лет. За все это огромное спасибо хочу передать. Анна Скишмария и Мактина Джинджоли поздравили детей и сотрудников центра с праздником и выразили готовность всячески содействовать работе медучреждения. Эсмагуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. КБФ «Ашана» в Международный день защиты детей провел традиционную акцию «Добрый картофель». Вырученные средства пойдут на лечение подопечных фонда. Каждый год к участию в мероприятии привлекаются известные в Абхазии люди и партнеры фонда, которые в этот день специально встают за кассы и продают картофель. Как прошла акция и кто в этом году принял в ней участие, расскажет Асида Малия. Анатрио своим волшебным пением привлекает слушателей и потенциальных участников акции «Добрый картофель», которая пройдет в ресторане быстрого питания «Абургер». Акция в День защиты детей как еще одна надежда на исцеление, ведь деньги, собранные с продажи жареной картофеля, направят на лечение Марии Панчулидзе. Необходимая сумма 247 140 рублей. У девочки задержка психомоторного развития и косоглазия. В случае, если сумму удастся собрать, ее направят на повторное
повторную реабилитацию в сочинский нейроцентр. Каждый год все 100% вырученных средств от продажи любого вида картофеля, это картофель по-домашнему и картофель фри, она направляется на лечение подопечных фонда. В этом году вся сумма будет направлена на лечение Марии Панчулицы. В прошлом году была сумма более 120 тысяч рублей. Вот мы в прошлый год выделили как... Да. Акция «Добрый картофель» уже традиция. Организаторы проводят его именно в День защиты детей. С девочками из Ашаны мы всегда собираемся, обсуждаем заранее и решаем, как это все сделать. Первый праздник был не такой масштабный, но потом уже со временем мы стали расширяться, мы стали привлекать большее количество людей и стало более масштабно все. Как правило, закупаемся, мы делаем заготовки. У нас практически весь коллектив выходит в смену в этот день. То есть мы, естественно, глобально готовимся к этому мероприятию, потому что в обычные дни, естественно, мы столько картошки не продаем. Пением Анатрию можно заслушаться и забыть обо всем вокруг, но сами солисты не упустят возможность внести свою лепту в важное дело. Оставив музыкальный инструмент, они направляются в самое сердце ресторана. Свободная касса, подходите. Что будет? 2 фри и да. Гарниры. Средние или большие? Большие. Клиенты выстроились в очередь, терпеливо ожидая свою. В заказе обязательно картошка, ведь именно сумма ее стоимости пойдет на благотворительность. Количество желающих поддержать акцию растет с каждым годом, а это заметно по проданным порциям, которых в прошлом году насчитали более 700. С помощью наших помощников все получается вроде бы благополучно. Ой, я не успевал считать, где-то порции. Сколько мы продали? Чего? Картошки Вообще фри? всего. Много всего продали, не можем сказать точную сумму. Много. Алхаз Ферзба, Аляса Бухба и Нукзар Какалия в течение получаса стояли за кассой и с улыбкой обслуживали клиентов. Затем им на смену пришли депутат парламента Инар Гицба, сотрудница таможенного комитета Адица Хагба и представитель Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Наур Хишба. Сегодня такой день, когда все мы купили картошку фри. Эти деньги идут в помощь больным детям. Ты сегодня помогаешь маленькой девочке, Расида. Да. Маленькой девочке. Вот так всем клиентам кассиры рассказывали о том, что своей покупкой они помогают тяжело больной девочке. Приятного аппетита. Спасибо вам большое. На лечение девочки. Да. Потому что ей же надо за операцию заплатить. Я бы им сказал здоровья пожелать. Всех с праздником. Молодцы, что есть такие люди, которые поддерживают такие мероприятия. Всех с праздником. Очень приятная обстановка. Свою лепту в благотворительность внесла и наша съемочная группа. За свою покупку нам, как и всем остальным, вручили лотерейный билетик. К вечеру станет известно, какие призы достанутся участникам лотереи. И самое главное, подсчитают выручку от проданного картофеля. Однозначно, эта акция как напоминание о том, что для счастья важно здоровье. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Президент Асламджания принял министра культуры Южной Осетии Радмилу Дзагоеву, возглавляющую осетинскую делегацию на Днях культуры в Абхазии. Глава государства отметил, что нет необходимости говорить о том, что в Абхазии очень любят народ Южной Осетии и поддерживают с ним братские отношения. Радмила Дзагоева, в свою очередь, поблагодарила президента за теплый прием и отметила, что Министерство культуры Южной Осетии и Абхазии намерены развивать и расширять сотрудничество в сфере культуры. Аншлаг, бурные овации и восторженные эмоции зрителей. Накануне в Абхазском драмтеатре спектаклем «Черная бурка» открылись Дни культуры Южной Осетии. На церемонии открытия и показе спектакля побывала Гукуца Вардания. До спектакля остается полчаса. Холл в зале Абхазского драматического театра переполнен. Прошел месяц с тех пор, как в Южной Осетии завершились Дни культуры Абхазии. А сегодня, залитая солнечными лучами, страна встретила братьев и сестер на своей земле. Слово «гость» хоть и особое для абхаза, но гостями осетины и абхазы друг друга не называют. Ведь на долю двух народов не раз выпадало плакать и радоваться вместе. В апреле месяце
мы были в нашей братской республике со днями культуры Республики Абхазия, Республики Южная Осетия. До сих пор вспоминаю с теплотой, как нас принимали наши братья. Это чувство просто не передать словами. И сегодня мы очень рады тому, что наши братские коллективы приехали сюда, в Абхазию, для проведения Дней культуры Республики Южная Осетия в Республике Абхазия. Друзья, дорогие жители удивительно гостеприимной, солнечной страны Республики Абхазия. От имени президента Республики Южная Осетия Алана Эдуардовича Каблуева я приветствую всех участников и гостей Дней культуры Республики Южная Осетия в Республике Абхазия. Наши две страны, Южную Осетию и Абхазию, связывают многолетние дружественные отношения. Это сотрудничество в разных сферах жизнедеятельности наших государств. И мне очень приятно, что в сфере культуры сейчас намечается большее сближение, укрепление, развитие наших отношений. Медленно открывается занавес, и перед зрителями актеры Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хитагурова. На сцену со сверкающими глазами выходят ворон и ворона, крылатые и двуликие. Они шумно передвигаются, хитро склоняют голову в бок, поглядывая в зрительный зал. Персонажи животных, наделенные автором даром речи, проецируют на звериную жизнь человеческие проблемы. В образах зверей зашифрованы типажи людей, манера общения, поведение, характер. Впрочем, есть и герой человек-пастух. Спускаясь на зиму с горных пастбищ, собирая тару по дороге домой, он теряет бурку. Его верный пес Тузар находит ее. Одновременно с этим пес попадает в волчье логово. Среди диких зверей ведет себя уверенно. А потом влюбляется в волчицу. Но ведь нельзя псу человеческому любить волчицу. Чтобы искупить вину, собака остается в горах и бережет забытую хозяином черную бурку. Каждый зверь движениями пластика олицетворяет определенное человеческое качество. Глупый молодой барашек с соской-пустышкой бродит по сцене. Верный пес Тузар мчится на помощь. Кротко подкрадывается зайчиха. За всем происходящим наблюдает старый ворон, который знает, что идет зима, холод и голод. Диалоги героев, наполненные философией, заставляют задуматься о многом и искать ответы. Например, почему люди уничтожают все живое, даже самих себя. Пусть служит пастухам, но снабжает нас бараниной, говорит в одной из сцен вожак стаи. Используя волчицу в качестве приманки, волк рассказывает о плане по заманиванию пса в волчье логово. Несмотря на попытки диких зверей доказать, что люди не ценят преданность, пес Тузар остается верным своему хозяину. Преданность собаки вернувшийся хозяин не оценил и застрелил ее. Роль верного пса Тузара сыграл заслуженный артист Южной Осетии Батрас Хумаритов. В Абхазии он уже в 3-й раз. Там очень много тем, но главное из этих тем – это верность. Черная бурка оставляет обязательное послесловие, которое должны продолжить зрители, ответив на вопрос, кто есть человек, действительно ли он венец творения, как верил до конца пес, или же в нем больше звериного, нежели человеческого. Много мыслей было заложено в спектакле. Если хоть одна мысль попала в нашего зрителя, в теплого зрителя, то нам это делает, опять же, большую честь. Нам очень понравилось. То есть, несмотря на то, что было вроде бы сначала такой настрой на комедию немножко, да, такая серьезная драматургия, мы вышли прям в восторге и делимся впечатлениями, что так уникально ребята исполнили, такую глубокую мысль заложили. И так прекрасно просто исполнили это на сцене. Спасибо им огромное. Все понравилось. Это спектакль, где
все роли главные, где преданность, вера и любовь к человеку и вера в человека побеждает. Спектакль Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Хитагорова в постановке режиссера Казбека Джалиева завершился бурными, несмолкающими овациями. Гугуса Вардания, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. В Национальной библиотеке имени Папаскир прошла однодневная выездная профессиональная конференция с участием представителей библиотечного сообщества России и Абхазии. Тема конференции – цифровые ресурсы современных национальных библиотек на базе Национальной библиотеки Абхазии. Конференция прошла в рамках 7-го международного профессионального форума «Сочи-2023». Книга, культура, образование, инновации. Тему продолжит Лаура Капш. Представители библиотечного сообщества России и Абхазии до начала конференции встретились специально подготовленной концертной программой. А после участники конференции перешли к докладам. Тема конференции – цифровые ресурсы современных национальных библиотек на базе Национальной библиотеки Абхазии. С основным докладом выступила заведующая отделом новых технологий Национальной библиотеки Рафида Гулария. Для сотрудников нашей национальной библиотеки знакомство с компьютерными технологиями состоялось в 2000 году, когда у нас появился первый компьютер. Тогда же впервые в библиотеке был создан компьютерный отдел. А в 2003 году наши российские коллеги подарили нам программный продукт ABIS Irbis. Это была демо-версия. С тех пор и началось внедрение новых библиотечных технологий в нашей библиотеке. С 2017 года создан официальный сайт Национальной библиотеки, который периодически пополняется информацией. Значимым же событием в 2018 году для нашей библиотеки стал запуск планетарного сканера ELAR, с помощью которого был дан старт оцифровки библиотечных документов. С появлением этого аппарата в библиотеке был открыт отдел оцифровки. О новых ориентирах авторского права и защиты интеллектуальной собственности современных библиотек рассказал председатель организационного комитета 7-го международного профессионального форума «Сочи-2023» Яков Шрайберг. Сейчас очень важно вопрос авторского права, особенно. Почему? Потому что в цифровую эпоху меняются многие подходы, которые раньше были не свойственны этому процессу. И основной принцип это такой. Нужно защитить интересы авторов, но нужно и учитывать интересы библиотекарей и других пользователей. Поблагодарив за возможность участия в форуме от имени Российской национальной библиотеки, Антон Лихоманов преподнес в дар Национальной библиотеке копию Библии на абхазском языке. В 1912 году Совет общества восстановления православного христианства на Кавказе издал Библию на абхазском языке. И я знаю, что этот документ представляет большую ценность для вашей библиотеки. Этот документ, эта книга была подарена императору Николаю II, оказалась в составе собственной его императорского величества библиотеки в Зимнем дворце, потом передан в императорскую публичную библиотеку, ныне Российскую национальную. И вот с огромным удовольствием от своего имени, от имени Владимира Геннадьевича Гронского, нашего генерального директора, который очень хотел бы побывать у вас, я вручаю вам эту копию и небольшой подарок из Санкт-Петербурга. Областная специальная библиотека для слепых имени Островского, которая находится в Калужской области, также сделала подарок для инвалидов Абхазии. Они привезли литературу, которую сделали сами. Это уникальное многоформатное издание по Брайлю и ордена и медали Великой Отечественной войны, чтобы люди знали и видели. Это правда уникальное издание. Вам от нас с любовью. Спасибо. И далеко я вам говорила, что если в нашей с вами Абхазии есть люди, нуждающиеся в лечении зрения, наша библиотека входит в Совет офтальмологов Центрального федерального округа.
И не без нашей помощи проходят операции бесплатно для детей, нуждающихся в лечении глаз. И сегодня мы вам дарим уникальное издание. Это многоформатное издание читают по Брайлю, читают укрепленным шрифтом. И можно через тактильное осязание посмотреть окружающий мир, который помогает это делать врач-офтальмолог. Выездная профессиональная конференция прошла в рамках 5-дневного 7-го международного профессионального форума «Сочи-2023». Впервые мы стали участниками этого профессионального форума в 2000 году в Крыму. И с этого момента у нас появилась такая задача не стоять на месте, возродить и, конечно, перенять эту технологию для того, чтобы... Вы знаете, мы во время войны много потеряли. И поэтому нам прежде всего возврат, прежде всего восстановление, возрождение тех книг, которые сегодня в периоде фактически нет, но они остались в книжных палатах СССР, в книжных палатах Российской Федерации. Технология должна вступить, технология должна работать, все люди спешат. Они, сидя дома, хотят получать информацию, а мы должны к этому быть готовы. К этому и стремимся. Для участников конференции также была подготовлена культурно-просветительская программа, обзорная экскурсия по новому Афону, посещение этнопарка Апсна и, конечно же, традиционное абхазское застолье. Лаура Капшка, Мила Джопо, Абхазское телевидение. Более 60 студентов в этом году оканчивает Абхазский многоотраслевой колледж по специальностям повар, повар-кондитер. Сейчас у студентов проходят выпускные экзамены. Защита дипломных работ, как всегда, была интересной и вкусной. В этом убедилась Алика Трапш. Каждый год Абхазский многоотраслевой колледж выпускает поваров разных направлений, которые успешно работают во всех районах Абхазии. Студенты колледжа изучают не только абхазскую кухню, но и европейскую. А на экзамен каждый выпускник постарался удивить членов комиссии чем-то необычным. Анжелика Куликова свою дипломную работу посвятила французской кухне. Сегодня я приготовила французский десерт мильфей 1651 года. И сюда входит слоеное тесто, сливочный крем и клубника. Студенты свои дипломные работы посвятили абхазской европейской кухне. Каждый из них должен был на месте приготовить блюдо, а после рассказать и сам процесс приготовления. Я вообще с 9 класса хотела поступить сюда. Не была уверена, но потом решила поступить, и вот рада теперь, что сюда поступила. Я буду принимать заказы и работать на себя дома кондитером. Профессия повара у нас в стране еще более востребована в период курортного сезона. Практически все выпускники колледжа уже трудоустроены. 95%, можно сказать, не все трудоустроены. В этом направлении проблем нету. Вот сегодня они как себя покажут, как они защитят свои дипломные работы, такой они уровень получат. Там есть 3-й разряд, 4-й разряд, 5-й разряд – это более сложный разряд. Мы не даем, в принципе, это уже другая система, там другая комиссия должна быть. Мы 4-й разряд даем. Они устраиваются на работу, начиная от Пицунда, Гагра, Фон, Сухум, естественно. Они трудоустроены все. Востребованы, на всякий случай, востребованы сегодня наши специалисты. Члены комиссии оценивают выпускников не только по знанию теории кулинарного искусства и вкусовым качествам приготовленных блюд, но и по творческому подходу. Это очень нас радует, что сегодня такие молодые ребята так осознанно находят свое место в жизни, притом абсолютно ни от кого не зависят, идут смело по жизни. На данный момент в Абхазском многоотраслевом колледже учатся около 140 студентов. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Абхазия заняла 2-е место по количеству бронирований среди зарубежных направлений, сообщается на сайте АТОР. По предварительным оценкам, республику могут посетить до 1 миллиона туристов из России, в том числе около 60% однодневных экскурсантов из Сочи. 1-е место за Турцией, ее могут посетить около 3 миллионов россиян. 3-е место у Египта, куда отправятся свыше 300 тысяч российских туристов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 2 июня на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, туман. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 19 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.